Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. В Северной Осетии простились с Борисом Кочиевым. Проводить в последний путь председателя Остинского землячества в Петербурге приехали представители из Южной Осетии, Москвы и Петербурга. В Осетии продолжается подготовка к главному событию года. В Ильхотово прошел 4-й сбор кадетских классов и военно-патриотических объединений. Уже через несколько месяцев родителям нужно будет вновь собирать детей в школу. Сколько будет стоить подготовка школьников в 2015 году, выясняла Залина Губурова. Эти и другие темы далее подробно. В республике простились с Борисом Кочиевым. Панихида прошла в родовом селении главы Остинской общины Санкт-Петербурга. Проводить в последний путь руководителя землячества приехали представители Южной Осетии, Москвы и Петербурга. Выступили близкие коллеги Кочиева, а также зачитали телеграммы, которые прислали со всей России. Как мы сообщали ранее, глава Остинской общины Санкт-Петербурга был убит 2 апреля. Его тело обнаружили с ножевыми ранениями. По одной из версий, Бориса Кочиева убил родной сын. Окончательный вердикт о его виновности должен вынести Санкт-Петербургский суд. Напомним, в северную столицу Борис Кочиев переехал 40 лет назад, занимался частным предпринимательством. Долгое время был первым заместителем руководителя общины Петербурга, а с 2011 года возглавил ее. Борису Кочиеву было 59 лет. К победе по следам войны. Подготовка к главному событию года продолжается. В Ильхотово прошел 4-й сбор кадетских классов и военно-патриотических объединений. В этом году на турнир приехало 9 команд. Это своеобразный рекорд, если учесть, что на первом слете их было всего 3. Более 120 юных армейцев из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Минеральных вод почтили память героев возле монумента защитникам села. Место проведения сборов выбрано не случайно. Кировский район – родина 4 героев Советского Союза, 3 героев социалистического труда. Здесь, у Ильхотовских ворот, в 1942 году в результате ожесточенных боев советские воины остановили полчища фашистских войск. Волнительный праздник. Глядя на эту красивую молодежь, чувствуешь, что они достойные наследники поколения победителей Великой Отечественной войны. И здесь, на нашей земле, оно знаково еще тем, что здесь у Ильхотовских ворот в сентябре, в декабре немецкие полчища потерпели поражение и не прорвались к бакинской нефти. И мы благодарны всем, кто сделал нам эту победу. Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее актуальных. Ей уделяют особое внимание. О подвигах былых лет ребятам рассказывают сами фронтовики. Ветеран Великой Отечественной войны Хизир Гулуев был среди тех, кто участвовал в кровопролитных боях у Ильхотовских ворот. Теперь он лично присутствует почти на каждом мероприятии и общается с новым поколением, будущими защитниками страны. То, что сейчас прошло, и другие мероприятия, которые проводят в различных учреждениях, местах, в школах и так далее, это очень полезно. Это надо еще даже больше надо проводить. Это именно привлекает молодежь к дисциплине, к преданности Родине, чтобы каждый был молодой человек, знал и признавал свое положение в государстве. Программа соревнований состояла из нескольких частей: спортивные состязания, разборка и сборка автомата, прохождение полосы препятствий, конкурсы строя, песни, символики и атрибутики кадетских классов. Лучшей по решению жюри стала сборная из селения Карджин. На 2-м месте ребята из школы номер 1 города Ордона. А 3-е место досталось представителям селения Цалык. По словам организаторов, подобные слеты будут проходить ежегодно. Яна Гайгиева, Тинатин Музашвили, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Прием заявлений в школы уже начался. Сказать, что это горячий период для родителей, значит не сказать ничего. Как одеть, где купить, что приобрести и как упаковать портфель, хлопот предостаточно. Мы решили узнать, во сколько обойдется подготовить ребенка к учебному году. По сравнению с прошлым годом цены на школьные товары практически не изменились. На 10% подорожали портфели, а также товары для лепки и рисования.
Цены на тетради не изменились. Выбор у родителей и детей большой. Цены на портфели колеблются от 700 до 12 тысяч рублей. Например, немецкий ранец с ортопедической спинкой и наполнителем обойдется родителям почти в 5500 рублей. Но он прослужит ребенку несколько лет. Альбом для рисования стоит от 10 рублей и выше, в зависимости от количества листов. А вот цены на пеналы разбежались друг от друга уж совсем далеко. Пункт А – 15 рублей, пункт Б – 1271 рубль. И это не все, что потребуется школьнику. Для первого класса обойдется, грубо говоря, где-то 6-7 тысяч в общем. Собрать это, конечно, ранец, сменная сумочка для обуви, идет пенал с наполнением, там пластилины, тетрадки, ручки, доска для пластилина, ну, цветные карандаши, конечно, фломастеры, цветная бумага, картон. Вот такого плана. Итак, в среднем, чтобы собрать малыша в школу, родителям понадобится около 6 тысяч рублей. И только за канцтовары. Не обойтись ученикам и без школьной формы. Каждая школа выбирает определенный фасон и нашивку. Разумеется, одежда учеников должна соответствовать гигиеническим нормативам. По сравнению с прошлым годом цены на школьную форму выросли на 25%. Связано это с тем, что ткани подорожали. Вниманию директоров школ и родительских комитетов представили более 50 комплектов школьной одежды. Это брюки, это юбки, это сарафаны, это комплекты сарафан, пиджак. И для мальчиков тоже комплекты. И цены разнятся так. Брюки стоят 900 рублей, рубашка стоит 500 рублей, комплект стоит от 2200 до 2700, мальчики стоят 2500, 2800, сарафан стоит 1700, 1800. Платье стоит 1500-1700. Школа не подиум, но новые модели формы как для мальчиков, так и для девочек не запрещены. Оригинальные решения рассчитаны на самый взыскательный вкус. Производители учитывают финансовые возможности малообеспеченных и многодетных семей. Для них действует система скидок. Наши школьники Цравские, носят форму с прошлого года. В прошлом году она была официально утверждена у нас уже. Естественно, прошли мы всю процедуру, все, что полагается. Ну, школьная форма – это такое дело, что должны быть задействованы все участники образовательного процесса. Должны быть учтены интересы всех, и родителей, и в первую очередь, конечно же, детей. Мы постарались. Вот примерно такая же форма, то, что мы сейчас вот видим, такую форму мы и носим. Ко всему вышеперечисленному необходимо прибавить стоимость обуви и спортивного костюма. Таким образом, полная учебная экипировка своего чада обойдется родителям минимум в 12-15 тысяч рублей. Залина Губурова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Бесланских автомобилистов призвали заплатить по счетам. В центре города прошла масштабная акция, направленная на выявление водителей, не уплачивающих административные штрафы. Сотрудники ГИБДД останавливали транспортные средства и проверяли водителя по базе данных «Административная практика». Если у водителя обнаружен неуплаченный штраф, на него составляется очередной протокол, который впоследствии будет передан в мировой суд. Уже там будет решаться, какое наказание он получит – штраф или административный арест. Несколько часов активной работы принесли положительные результаты. Полицейские составили более 10 административных протоколов. В отношении злостных неплательщиков принимается ряд жестких мер: арест автомобиля и другого имущества, списание денег с личных счетов. Если долг превышает 10 тысяч рублей, автомобилиста не выпускают за пределы страны. По словам представителей госавтоинспекции, к столь решительным мерам пришлось прибегнуть из-за удручающей статистики. За 3 месяца сотрудниками ГИБДД по правобережному району составлено 180 административных материалов по статье 20.25 за неуплату административного штрафа в установленный законом срок. Рейдовые мероприятия мы проводим еженедельно, значит, по выходным дням, а совместно со службой судебных приставов мы планируем проводить регулярно, минимум месяц-два раза. В небольшом селении Карца Куртатинского ущелья братья Тезиевы, Умар, Хаджумар, Хаджисмел, Хазмат, Ибрагим и Тазрет считались завидными женихами. Соседи с завистью смотрели на их родителей. «Счастливые вы! Какие у вас сыновья! Один краше другого!» – твердили женщины. Несмотря на то, что воспитывать 6 сыновей было непросто, мать с отцом надеялись, что очень скоро в их доме появится 6 невесток. Но война разрушила все планы. Один за другим юноши ушли на фронт, кроме Умара. Когда началась война в 1941 году, призвали их к войне, 5.
самого старшего звали Умар. Его, так как он был ветврачом, его не забрали. Ему сказали, что он нужен здесь для фронта. Рита Тезиева – дочь одного из братьев, Тазрета. Он ушел на фронт в 42-м. 18-летнего ефрейтора сразу направили под Сталинград, в самое пекло военных действий. Там он и получил первое боевое ранение. Подлечился, вернулся на линию фронта, прошел Воронеж, Харьков, Варшаву. Сложнее оказался путь до Берлина. Он был одним из первых, кто прорвал немецкую оборону, освободив путь советским войскам. Горский парень уничтожил артиллерийские позиции противника, более 30 немецких солдат и офицеров. В 45-м Тазрет вернулся домой без ноги и с фашистской пулей у сердца. А через 12 лет военные увечья вконец сломали солдата Победы. Он умер на рабочем месте. Благодаря брата его, Умар Ибрагим, он жил, все эти годы жил, они его сильно поддерживали. Где надо было плакать, он смеялся, таким я его помню. Где надо было от боли стонать, он тоже смеялся. То есть при теперешней жизни я никогда еще не встретила по жизни такого человека, как мой отец. С войны вернулся и второй из Тезиевых, Ибрагим. Он воссоздал образы всех пропавших братьев из металла. Задача была сложной. По словам родственников, в доме не было ни одной фотографии молодых людей. Все бюсты скульптор ваял, выискивая в своей памяти силуэты братьев. Сегодня памятник установлен на могиле братьев. Делал эти памятники буквально более чем 2 года. То есть что-то вспоминал, что-то ему нравилось. Потом он на утро смотрел и понимал, что он не совсем похож. Тут что-то, бровь не так. Тут что-то. Все это он заново ломал и делал по новой. До тех пор, пока не создались именно те образы, какими были они на самом деле. Все сыновья Тезиевых ушли по дороге, ведущей из маленького села к широкому тракту. Там, за горизонтом, шли ожесточенные бои. Каждый день с рассветом мать 6 солдат выходила на дорогу и ждала почтальона. Ждала и верила, что не сегодня, так завтра хоть какая-то весточка долетит до нее от сыновей. Но похоронки так и не дошли до дома. Пришли похоронки просто, чтобы пощадить этих стариков. Просто-напросто решили, не знаю, скрыть от них это тяжелое событие. И просто им не сказали в тот момент, что они умерли. Они до последнего ждали, что вот-вот они вернутся. Все знали, все село уже знало, что их уже нет в живых. Я считаю, что это благородная была ложь на тот момент. Родные долгое время ничего не знали о судьбе 3 братьев. Спустя несколько лет стало известно, где похоронены Хаджумар, Хазмат и Хаджисмел. Их могила обнаружена в Пятигорске и Севастополе. В ближайшее время родные отправятся туда. Но не прервался род Тезиевых, несмотря на жестокую беспощадность фашистов. Сегодня в родовом доме живет 19 внуков и 14 правнуков Тазрета и Умара. В этой семье хранят все, что осталось от 6 братьев – письма, наградные листы, вырезки из газет. Мой прадедушка был танкистом. Он был отважным и мужественным человеком. За все его боевые действия он получал награды, среди таких как 2 ордена славы и Красную звезду. Танковым оружием он уничтожил 36 солдат и офицеров, 4 миномета и 6 пулеметов. Домой пришел он без ноги и с осколком в груди. Я профессиональный футболист, и все свои победы я посвящаю ему. Я хочу быть похожим на него. Великая победа дается ценой великих потерь. Несчастье пережить своих детей выпало на долю многих матерей Северной Осетии. С фронта не вернулись 7 братьев Газдановых, 7 братьев Кобекаевых из селения Донифарс. Еще в 2 остинских семьях не дождались 6 сыновей. В 15 погибли по 5 братьев, а 4 сыновей потеряли 52 семьи. Не только в Осетии, но и во всей стране никогда не забудут героев, тех, кто ушел, но навечно остался в памяти. Земфира Лаулаева, Елена Черенкова, Олег Рамонов, Осетия ТВ.